В учении Канта содержались две важнейшие идеи, совершенно изменившие весь ход европейской философии. Великий предшественник Канта, Рене Декарт, выводил факт существования себя как мыслящего субъекта из факта своего мышления. Я мыслю, следовательно, существую. Но физическое бытие и бытие мысли оставались у него разделенными и существующими как бы параллельно. Таким образом, при всей универсальности его системы, она была лишена принципа, который бы объединял всю действительность, включая сюда и мышление, как один объект философского знания. Кант совершил следующий после Декарта шаг, введя в философию новое понятие. Прежде оно существовало в теологии. Понятие трансцендентальности. Сущность этого понятия примерно такова. Трансцендентальность означает работу ума, означает умопостигаемость в буквальном смысле слова. Этим, с одной стороны, из знания исключаются такие вещи, которые вообще не могут познаваться. Они получают у Канта наименование трансцендентных. С другой же стороны, трансцендентальность исключает непосредственную зависимость от чувственных данных. Трансцендентальное знание работает с чувственными данными, но это работа разума. Поэтому такие категории, как причинность, закон и так далее, по Канту суть трансцендентальной категории. Мир является нашему разуму, нашему пониманию не сам по себе, а в такой форме, в какой разум его разумеет, а понимание понимает. Это совсем не означает, как утверждают марксисты, называющие Канта агностиком, что мир принципиально непознаваем. Это всего лишь означает, что когда мы познаем мир, мы познаем его как уже обретшим форму, налагаемую нашим познанием. То есть в понятии умопостигаемости свойства вещей невозможно отделить от свойств нашего мышления о них, и они познаются в этой неразделенности. Поэтому, когда мы говорим о мире, это мир нашего умопостижения, а не мир сам по себе, как утверждают материалисты. Ведь даже когда мы произносим само это выражение «мир сам по себе», то он уже обретает свойства нашего познания, свойства нашего языка, выраженные в этой словесной конструкции. Другое важнейшее понятие, введенное Кантом, это понятие феномена. Феномен у Канта есть то, что является нам в нашем восприятии как отдельный объект или вещь мира, обработанный, так сказать, нашими органами чувств. Собственно, мы и говорим «объект», имея в виду, что это объект нашего восприятия. Но работа органов чувств и объект еще не исчерпывают понятие «феномен». Мы можем ощущать тепло от нагретой печки, и тогда объект нашего восприятия будет теплое, которое мы чувственно же отличаем от холодного. Феномен же теплоты возникает лишь тогда, когда в этот объект вносятся внутренние свойства нашего мыслящего механизма. На объект теплое накладывается чисто мыслительная форма качества, и только тогда мы можем говорить о феномене теплота. Таким образом, органы чувств превращают несуществующие для нас ранее вещи мира в объекты, ибо восприятие обращено наружу, извне. А субъективный аппарат нашего мышления налагает на объекты, в принципе, независимые от всего внешнего мира формы и делает эти объекты феноменами. Но кроме феноменов,
где объединяется работа восприятия и разума, Кант утверждает существование особых форм, никак не связанных с миром опыта и существующих до и вне всякого опыта в интуитивном созерцании человека. Этих доопытных, Кант называл их априорными, форм две – время и пространство. Ни время, ни пространство по Канту никак не могут быть выведены ни из свойств окружающего нас мира, ни из наших наблюдений над нами самими. Доказать их существование совершенно невозможно, ибо они не являются объектами нашего опыта. Логическое доказательство также здесь недействительно, поскольку они несопоставимы с другими формами. Но здесь исключительно важна гениальная догадка Канта о том, что они коренным образом отличаются и друг от друга. Пространство есть форма созерцания нашим разумом внешнего мира, а время – форма созерцания внутреннего мира человеческой психики. И время, и пространство – не являются концептами или понятиями в том смысле, в каком, например, мы употребляем такие производные от них понятия, как, скажем, скорость или тяжесть. Ибо любое общее положение, высказанное о них, может быть заменено столь же неопровержимым отрицанием. Так, например, утверждать, что время и пространство взаимосвязаны, можно с такой же силой, как и то, что они не взаимосвязаны. Во всяком случае, из того факта, что два события произошли в одном месте и в одно и то же время, не может следовать, что время и место связаны, потому что события даны нам в нашем опыте. А относительно одного и того же факта опыта не могут иметь смысла и места противоречивые суждения. Здесь действует закон исключенного третьего. Относительно же априорных форм, таких как время и пространство, будут и должны быть неизбежные противоречия. Но здесь мы переходим к кантовскому понятию антиномии, речь о котором пойдет в следующей передаче. Понятие умопостигаемости, феномена и априорных форм разума оказались не только центральными точками всей гигантской философской системы Канта, но и теми терминами философского знания, философского языка, на истолкование которых строились практически все философские системы последующих 150 лет. Причем вовсе не обязательно, чтобы это истолкование было положительным, как у Фихте или Гуссерля, или отрицательным. Даже полное отрицание кантовских идей, как у Гегеля, давало возможность производить философию. Итак, Декарт совершил первый шаг, Кант второй. Третьего шага пока нет. Величайший философ нового и новейшего времени Иммануил Кант, годы жизни 1724-1804, едва ли оставил вне поля своего внимания, а точнее мышления, хотя бы одну важную в его столетие область человеческого знания – астрономия, физика, математика, эстетика, не говоря уже о самой философии. Все в той или иной мере было затронуто в его философском анализе. Действительно, самый скромный обзор того, что он сделал, едва ли уместился бы в десяток лекций, поэтому я здесь остановлюсь только на 3 моментах его философии, оказавшихся пробным камнем для классиков европейской философии XIX века. В главной своей книге «Критики чистого разума», вышедшей в 1781 году, Кант подверг жесткому критическому анализу категории пространства и времени и установил, что они не входят в объективный внешний мир, а являются формами, в которых совершается внутренняя работа человеческой интуиции. Кант полагал при этом, что основные ошибки теоретического мышления проистекают в основном от неправильного применения этих категорий по определению внеопытных к другим вещам,
также находящимся за пределами нашего опыта, не говоря уже о тех, которые постигаются только опытным путем. В философии такое неправильное применение приводит к возникновению взаимно противоречивых суждений, каждое из которых, по крайней мере, выглядит как доказуемое. Наиболее важные, так сказать, генеральные суждения такого рода он назвал антиномиями. При этом не следует думать, что антиномия есть ошибка в реальном смысле этого слова. Антиномия – это скорее тот способ мышления, который приводит к невозможности создания непротиворечивой теории. Таких антиномий по Канту 4. Каждая состоит из тезы и антитезы. Немного позднее Гегель, а за ним Маркс, использовали эту кантовскую идею в создании своих диалектических методов. Теза первой антиномии гласит: мир имеет начало во времени и ограничен в пространстве. Антитеза будет: мир безначален во времени и безграничен в пространстве. Во второй антиномии теза: всякая сложная субстанция состоит из простых, элементарных, неразделимых частей. Антитеза: сложная субстанция не состоит из простых частей. Третья антиномия содержит тезу: есть два вида причинной связи, две разновидности причин. Одна – законы природы, другая – свобода. Антитеза гласит: есть только один вид причин. Причины, связанные с законами природы. Спустя столетия в марксизме будет произнесена сакраментальная фраза, искаженный перепев этой антитезы: свобода есть осознанная необходимость. Четвертая антиномия утверждает в тезе и отрицает в антитезе абсолютную необходимость совершенного бытия. Здесь необходимо отметить одно важнейшее историко-философское обстоятельство. У самого Канта теза и антитеза выступают как то, что происходит с разумом. Это, если хотите, черты, особенности, закономерности работы разума. И антиномии в конечном итоге выступают как результаты определенного режима такой работы. В гегелевском же и марксистском понимании диалектики тезис и антитезис выступают как категории движения действительности. В одном случае у Гегеля духовной, в другом у Маркса материальной. Антиномия у Канта есть присущий разуму способ попытки постижения вещей независимо от самих вещей. Способ постижения мира, независимый от мира и опыта. Ни законов природы, ни свободы воли в самой действительности по Канту нет и не может быть. Вот и все. Они противопоставлены друг другу как теза и антитеза только в условиях работы нашего разума. И здесь мы переходим прямо в сферу кантовского учения о нравственности, центральным моментом которого является идея императива, то есть того внутреннего импульса, который заставляет человека действовать определенным образом. Здесь очень важно иметь в виду, что слово «заставляет» не означает, что человек подвергается принуждению. Напротив, это означает, что человек определенным образом, в определенной разновидности поведения реализует свою внутреннюю свободу. Эта идея имеет у Канта два аспекта. Один гипотетический, в смысле которого, согласно Канту, ты должен действовать
так-то и так-то в достижении определенных целей. Но почему гипотетически? Потому что какую бы цель мы перед собой не поставили, она может быть подвергнута сомнению как неправильная или несвоевременная, или логически несовместимая с другими поставленными нами и другими людьми целями. Так или иначе, мы можем высказывать сомнения о всяком ценностном суждении. Другой аспект категорический, и отсюда известный термин кантовской философии – категорический императив. Смысл категорического императива можно вкратце сформулировать так. Сам твой образ действия, вне зависимости от цели, должен быть таким, как если бы он зависел от закона природы или был законом природы, как если бы ты подчинялся закону природы, в то время как на самом деле ты реализуешь категорический императив в силу полной и совершенной свободы воли. Его содержание есть необходимость. Необходимость спонтанного и осознанного нравственного действия. И здесь очень важно иметь в виду, что для Канта нравственность не содержалась в самой жизни людей. Нравственность возникает опять же как нечто имманентно присущее тому способу мышления, с которым мы имеем дело, когда анализируем его в нашем философском анализе. Кант был первым европейским философом, не схоластом и не теологом, который сформулировал три основные черты религии. Кант считал, что это универсальные черты, и что если хотя бы одной из них нет, то, с чем мы имеем дело, это не религия. Эти три черты – это бессмертие души, свобода воли и бытие Божие. Ни одна из этих черт не может быть доказана. Более того, по Канту она не должна быть доказана, потому что само понятие доказательства не может быть привнесено в сферу религии по Канту. Канту принадлежит известнейшая формулировка трех доказательств существования Бога в смысле чистого разума. Сначала я хотел бы сказать и подчеркнуть то обстоятельство, что Кант не только не считал себя теологом, он не был теологом. И когда он говорит о доказательствах существования Бога, он говорит об этом как чистый философ, исследующий, опять же, работу своего разума. Эти доказательства относятся только к тому, что происходит в самом разуме, который как бы созерцает в себе идею Бога. Первое доказательство онтологическое. В очень упрощенной формулировке оно будет выглядеть примерно так. Бог является самым реальным из всех бытий. Любая другая реальность является реальностью. Бог является абсолютной и абсолютно необходимой реальностью. В том смысле, что реальность его бытия выступает как его основное качество. В прямом отношении к этому доказательству находится так называемое космологическое доказательство бытия Божьего. Если что-либо вообще существует, то Бог уж во всяком случае обладает полнотой бытия. И третье, теологическое. Вселенная являет нам известный порядок. Когда мы наблюдаем, созерцаем Вселенную в своем разуме, то мы усматриваем в ней определенный порядок. И это в нашем разуме может служить свидетельством,
что существует определенная цель. Это очень тонкая и очень сложная конструкция. Дело в том, что идея порядка и идея цели в европейской религиозной философии всегда были связаны очень тесно. Но Кант в этом теологическом доказательстве попытался дать нам ощущение той специфической работы разума, которая производит эту связь. Конечно, многое из того, о чем мыслил и писал Кант, оно неизбежно превратилось в историю философии. Но сам способ его философствования, его философский язык и, главное, может быть, его совершенно неповторимый образ философствующего человека оказались непревзойденными.